Мы продолжаем наш эфир на волне 101,3 FM радио Ингушетия. Еще раз напомню, что с вами Яха Евлоева. Итак, перейдем к нашей следующей теме для обсуждения. Это практика по выявлению административных правонарушений и привлечения к ответственности. У нас в гостях Рамзан Евлоев, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия, и Микаил Тачиев, ведущий специалист-эксперт управления Федеральной антимонопольной службы Республики Ингушетия. Добрый день. Добрый день, салам алейкум. Итак, во-первых, какими бывают административные правонарушения? Вообще, что это? Я сначала отвечу. Административное правонарушение – это законодатель разработал кодекс об административных правонарушениях и прописал, какая ответственность для виновного должностного лица или иного лица, которое подпадает под данный кодекс, какая ответственность предусмотрена за нарушение законов. Есть законы федеральные, есть законы федеральные, есть субъектовые, также есть нормативно-правовые акты. И, соответственно, в данном кодексе прописана ответственность за такие нарушения. Именно касательно то, что относится к антимонопольному органу, это нарушение федерального закона 135, это закон о защите конкуренции, его в народе еще называют антимонопольное законодательство. Федеральный закон о контрактной системе, это государственные закупки, наверное, многие знают. Также нам компетентный закон, федеральный закон о рекламе, закон 223, тоже о закупках, но который проводится отдельными юридическими лицами, у которых 51% государственного участия в данных организациях. В основном у нас административные правонарушения допускаются по федеральному закону о контрактной системе при проведении государственных муниципальных закупок. У нас в этом году более 400 административок и сумма наложенного штрафа в размере 6 миллионов рублей. Из них оплачено примерно 3 миллиона оплачено, 50%. И именно кодекс предусматривает именно привлечение виновных должностных лиц к административной ответственности. Если говорить на более бытовом языке, то, к примеру, под конкуренцией подразумевается, я приведу такой пример. Если я не права, исправьте меня. Допустим, имеется там 2 шампуня, да, и он говорит, наш шампунь самый лучший. К примеру, это и есть конкуренция, потому что это ведь неправда, что он, самый лучший. Да, действительно, такие нарушения предусмотрены федеральным законом о защите конкуренции, это антимонопольное законодательство. Там предусмотрена статья 14.6, начиная от 14.1 до 14.8 есть статьи, именно не допускающие конкуренцию. Если, например, какой-то производитель указывает, что у меня самый первый шампунь, самый лучший шампунь, такие формулировки нельзя описывать в рекламу, потому что, соответственно, самый лучший – это он выделяет свой товар из других. Но есть товары, которые выпускаются по ГОСТу, по госстандартам, и они не отличаются. Если ты говоришь «самый лучший», ты должен доказать, что он самый лучший. Но, соответственно, если идет такая реклама, мы возбуждаем дело по антимонопольному законодательству, признаем нарушение, комиссия принимает решение и по данному решению привлекается к административной ответственности. Там статья 14.33, на юрлицо предусмотрен штраф от 100 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 3 тысяч рублей. Такие нарушения у нас есть, и в этом году сумма наложенного штрафа по таким нарушениям составляет 112 тысяч рублей. И тем не менее, такие рекламы продолжают действовать. Они бывают, не прекращаются, и приходится, получается, за ними постоянно следить и контролировать? Да, действительно, у антимонопольного органа есть полномочия по контролю, по проведению мониторинга, но также, если наши жители республики увидят такую рекламу, они могут к нам обратиться и сказать, обязательно необходимо приложить фотографию, адрес, это место, где рекламируется именно такой товар, и антимонопольный орган будет принимать меры антимонопольного реагирования. А у нас в республике какие вообще нарушения бывают? У нас в республике именно
если мы возьмем по антимонопольному законодательству, по которому мы привлекали по КоАПу, нарушение, вот, была такая практика, вот 2 года назад, вот, использовали все букву М, ну, Макдональдс. Там вы, наверное, все видели, что там Макбургер, и буква была похожа на букву Макдональдс. И к нам поступили заявления, мы сами тоже проводили мониторинги, и когда мы запрашивали, мы направляли запрос в Макдональдс и представительство в России, мы запрашивали, там, есть ли там франчайзинг или там разрешение на использование такой буквы. Потому что Макдональдс запатентовал эту букву, и когда мы открываем сайт Patent.ru, там написано, что можно использовать и какие буквы нельзя использовать. И там мы действительно выявили, что вот эта буква имеет регистрацию. Когда мы запросили, нам Макдональдс ответил, что на территории Республики Ингушетия мы никому не давали разрешения на использование вот такой буквы. Там желтая буква, похожа там на букву Макдональдс. Мы вот возбудили дела в отношении этих хозяйственных субъектов, дали предписание, эти буквы у нас в республике начали пропадать. Вот вы заметили, в последнее время практически никто и не использует. В целом, наверное, хозяева этих предприятий, возможно, они могли быть и не в курсе того, что, например, эти буквы использовать нельзя. Может, есть какие-то предупреждения для них? Что вы, скажем так, предпринимаете для того, чтобы они были в курсе, что, например, данную букву нельзя использовать? Да, действительно, правильный вопрос. В рамках контрольно-надзорной деятельности мы проводим реформа контрольно-надзорной деятельности проводится на территории Российской Федерации, и в рамках данного мероприятия мы проводим 4 раза в год публичные мероприятия. И именно вот на этих публичных мероприятиях мы доводим до предпринимателей, до заказчиков и до должностных лиц органов власти, какие нарушения нельзя допускать и какая у нас практика. Соответственно, если кто изучил нашу практику и там, кто понял, что это делать нельзя, те, конечно, в дальнейшем не допускают нарушения. Но если предприниматель начинает свою деятельность и, получив там лицензию, необходимые документы, он должен также изучить закон. И незнание закона, как мы все знаем, не освобождает от административной ответственности, также от других ответственностей, которые предусмотрены законодательством. А какие нарушения попадаются вам чаще всего? Если мы возьмем, как я ранее сказал, по административной ответственности у нас более 400 административок возбуждено в отношении должностных лиц заказчиков, это по госзаказу. По госзаказу у нас чаще всего поступают жалобы, и мы сами выявляем нарушения. Поэтому госзаказ у нас пока такой участок проблемный, потому что наложен штраф в более 6 миллионов, и, конечно, это ощутимая сумма, и привлечены к административной ответственности более 400 должностных лиц. А что касаемо тех реклам, которые развешиваются и портят общий вид города, вот, к примеру, в газете «Ингушетия» мы нашли такую новость. Администрация Центрального административного округа Назрани начала работу по ликвидации рекламы, которая негативно сказывается на облике города. Это ведь тоже не является законным, да? Что для этого предпринимается? Смотри, тут уже полномочия орган местного управления. Орган местного управления. То есть это немного другое, да? Да, это другое, потому что орган местного управления, у них есть план застройки города. Когда они формируют план застройки города, они там устанавливают, где будут рекламные щиты, как они будут выглядеть, они все это устанавливают и выдают разрешение на размещение такой рекламы. Поэтому это побольше полномочия архитектурного этого отдела органа власти, органа местного управления. Поэтому эта ответственность ложится на органы местного управления, потому что они должны поддерживать этот архитектурный облик города или там из сельского поселения или там других местностей, где они там полномочны. А напомните, пожалуйста, еще раз, какие статьи предусматриваются при административных правонарушениях? Смотрите, административный кодекс очень большой, и
те штрафы, которые Ну, наверное, что-то такое основное, где чаще нарушается что-то, да? Да, смотрите, вот у нас мы компетентны именно, как я ранее сказал, по госзаказу, по антимонопольному. У нас есть именно свои штрафы, которые Кодекс об административных правонарушениях установил там, для антимонопольного органа там, компетентны вот такие статьи. И там указал, что по госзаказу это наши, по антимонопольному это наши, по рекламе тоже наши. И есть даже, ну, как мы все знаем, есть штрафы, которые относятся к ГИБДД, там, другим федеральным органам исполнительной власти, которые вот, они компетентны привлекать должностных лиц. Вот наши, как я сказал, это госзаказ, антимонопольная и реклама. По ним у нас более 500 административок в год, и сумма наложенных штрафа по всем штрафам, которым мы компетентны, по статьям, которым мы компетентны, почти 13 миллионов. А вот что касаемо договоров аренды земельных участков, там, которые приводят или могут привести к недопущению, тоже говорится. Да, большая проблема. У нас в республике действительно большая проблема по земельным участкам. Я скажу, что 90% всех жалоб и все проверки, которые мы проводим, именно по аренде, по продаже земельных участков, органы местного управления или органы власти допускают нарушения. И, соответственно, должностные лица привлекаются к административной ответственности. И в случае, если аукцион, договор не заключен, мы выдаем предписание о устранении таких нарушений. И в этом году нами проведена большая работа именно в части там, аренды земельных участков и продажи. Ну что ж, Рамзан, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Мы рады, что вы приехали, нашли время поговорить с нами. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас были Рамзан Евлоев, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия, и Микаил Тачиев, ведущий специалист-эксперт управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Пока давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, затем перейдем к нашей следующей теме для обсуждения.